На фронтах Великой Отечественной войны представители ингушского народа проявили себя героически и отважно, отстаивая защиту Советского Союза от войск Третьего Рейха. Со стороны некоторых неосведомленных лиц исходят оклеветывающие обвинения, что якобы ингуши почти поголовно отказывались идти на фронт воевать в составе Красной Армии, и что среди ингушей не зафиксировано героических подвигов на полях сражений Второй мировой войны. На эти ложные суждения есть весомое опровержение, ведь в архивах сохранились наградные листы участников войны, лиц ингушской национальности, где описаны их подвиги, героизм, отвага, а также их заслуги в борьбе с армией вермахта. Далее вам будет поведана информация о наиболее влиятельных и отважных ингушах, командирах полков Великой Отечественной войны. Саварбек Плиев, гвардии полковник, командир роты, участвовал во многих решающих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и Курской битве, ставшей коренным переломом в ходе всей Второй мировой войны. Так, во время Курской битвы войска под командованием Саварбека Плиева провели оборонительную операцию, в результате которой отразили наступление противника и создали условия для успешного перехода в контрнаступление. О том, как воевал Саварбек Плиев, свидетельствуют строчки из наградных документов. Вот что содержится в его наградном листе от 9 июля 1943 года. 7 июля 1943 года противник силою до полка пехоты при поддержке танков повел наступление. Главный удар противника был направлен на роту, которой командовал товарищ Плиев. Личный состав роты и сам командир роты проявили исключительную стойкость и выдержанность. В этом бою уничтожено до 2 рот пехоты противника и 2 танка. Атака противника была отбита. В дальнейшем в ходе наступления стрелковая дивизия под командованием Плиева участвовала в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии. 14 марта 1944 года командир Сафарбек Плиев при форсировании реки Стаход сумел умело организовать взаимодействие, несмотря на сильное воздействие огня со стороны противника, форсировал реку с незначительными потерями. Противник предпринял 3 сильных контратаки превосходящими силами с задачей опрокинуть батальон в реку, но умелым руководством Плиева атаки были отражены с большими потерями для противника. В дальнейшем батальон Плиева перешел в наступление, опрокинув противника с занимаемого рубежа, и умелым преследованием сбивал противника с промежуточных рубежей, дошел до Ковеля. Перед городом Ковель Волынской области Украины противник занял подготовленный рубеж, имея траншеи, дзоты, противотанковый ров, наполненный водой. Батальону Сафарбека Плиева была поставлена задача прорвать оборону противника. Оборона была прорвана. Противник понес большие потери и отошел в город. Сафарбек Плиев был награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды и многими другими наградами. Умер в 2013 году в возрасте 94 лет. Японц Абадиев. Японц Арскевич Абадиев, офицер-кавалерист, командир кавалерийского полка. На фронтах Великой Отечественной войны японц Абадиев с 27 июня 1941 года, 16 августа 1941 года командующий 6-й армией генерал Родион Яковлевич Малиновский поставил перед Абадиевым задачу к 6 часам утра выйти в район Сурск-Литовска и правым фланговым ударом оттеснить противника к Днепру. 19 августа полк под командованием Абадиева первым атаковал врага. Кавалеристы уничтожили 2 роты противника и полностью освободили село. Позднее с 20 по 23 августа Абадиев умело организовал отражение танковой атаки. Полк принял на себя основной огонь, и тем обеспечил выход дивизии из боя. Операция была выполнена. В октябре 1941 года Абадиев был ранен в голову, но оставался командовать полком. 12 июня 1942 года дивизия была поднята по тревоге. Был получен приказ выступить против 4-й танковой армии. Кавалеристы атаковали танки. В этом сражении дивизия понесла огромные потери, но благодаря грамотному командованию Абадиева, врага удалось оттеснить. Кавалерийский полк под командованием японца Абадиева выполнял успешные оборонительные операции в Сталинградской битве. В
1943 году генерал-лейтенант Константин Рокоссовский объявил, что им подана реляция о присвоении звания Героя Советского Союза подполковнику Абадиеву Японцу Арскевичу. Японц Абадиев дважды представлялся к званию Герой Советского Союза, но не получил из-за того, что являлся представителем репрессированного народа. Абдулат Сароев. Абдулат Сароев – легендарный разведчик Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда. В юности он пошел учиться в Московский театральный институт, но спустя время покидает его и идет на фронт. И в первый же день войны рота под командованием Сароева, прикрывая отступление Красной армии под Брестом, получает свое первое боевое крещение. В августе 1941 года подразделение под командованием Абдулы разгромило комендатуру в городе Кличев, а также вывело из строя цех машиностроительного завода в Минске, где немцы наладили ремонт военной техники. Позднее, на шоссе Бобруйск-Могилев, в районе деревни Бёрки, группа Абдулы Сароева разгромила целую вражескую автоколонну, уничтожив около 70 фашистов. Вместе со своим боевым товарищем Кузиным уничтожил гестаповскую группу, захватив оружие и документы. После ряда успешных операций партизаны под руководством Сароева вышли к реке Бесеть, и 10 сентября встретились с отрядом известного разведчика Дмитрия Медведева. В объединенном отряде Абдулу Сароева назначают начальником разведки. После войны Медведев описывает подвиги Абдулы в своей книге «Сильные духом». В этой книге Сароев выведен под именем Володя. В ней Абдулат Сароев описывается как храбрый, решительный и умелый партизан. Подвиги легендарного разведчика были отмечены орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью партизану Отечественной войны 1 степени и другими наградами. Вы также можете перейти к видео об ингушских снайперах и летчиках Великой Отечественной войны.